Чем занимались дети Небесного Града? Где появился новый храм и кого лечил святой Пантелеимон? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Весь июль Покровский мужской монастырь села Дедово Федоровского района принимал у себя детей, воспитанников воскресных школ Салаватской епархии. В первой половине месяца на его территории проходил 4-й епархиальный слет казачьих кадетов. В этом году слет проходил в рамках реализации проекта «Дети Небесного Града», который стал победителем международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива-2019». С благословения Преосвященнейшего владыки Николая был написан проект «Дети Небесного Града». Этот проект включает в себе 2 слета. Первый слет – это слет казачьих кадетов под названием «Мы казаки». Он прошел в первых числах июля. Участниками слета «Мы казаки» стали 40 ребят в возрасте от 10 до 16 лет. Торжественное открытие слета началось с божественной литургии и молебна перед началом всякого благого дела. Распорядок дня в казачьем слете активный, близкий к армейскому. С утра молитва, зарядка, завтрак, занятия с педагогами по мастерству владения шашкой и нагайкой, разборка-сборка оружия, метание ножей, обед, 1,5 часа отдыха и снова занятия, стрельба, отрабатывание приемов борьбы и бокса, строевая подготовка, полоса препятствий, игра в футбол и волейбол. Мне запомнилось то, что мы стреляли в страйкбол. Потом у нас была строевая подготовка. Нас учили стоять в строю, готовиться к параду завершительному. Было у нас трудовое послушание. Травку обычно маленькие дергали. У нас был запланирован полевой выход, который мы и осуществили. Выходили на скит. У нас были проведены 2 ночевки, на котором ребята сами на костре готовили пищу. Некоторые ребята даже впервые попробовали печеную картошку в углях. У нас были там поставлены задачи страйкбола, пройти по лесу, обнаружить соперников, обнаружить тайники. И эта задача – найти флаг. И эту задачу ребята выполнили с большим удовольствием. Духовник слета, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей Сергий Ветров, совершал с ребятами молитвенные правила, проводил духовно-просветительские занятия и неотступно присутствовал на всех мероприятиях. По вечерам у костра проходила традиционная братина, где каждый кадет делился своими впечатлениями, полученными за день. Атаману спасибо, всем батюшкам спасибо. Люба! Люба! Понравился мне полевой выход в скит Дедово, где мы играли в страйкбол. Люба! Люба! Особенно запомнилось страйкбол и стрельба из воздушки. Люба! Люба! В этом году старшие ребята, мне показалось, вели себя настолько грамотно по отношению к младшим, по отношению к инструкторам, вежливо, что даже в некоторых моментах мы могли равняться на старших ребят. Большим человеком может стать каждый из вас. Только надо приложить усилия, духовные, физические, и вы будете большими погонами. Люба! Люба! Андрей Дубати! Люба! Будем вспоминать весь год эти дни. И всегда, когда приезжаешь сюда уже на богослужение, вспоминаешь с такими воспоминаниями добрыми, что душа прямо поет. Всем дай Бог здоровья, Люба! Люба! Завершающий день слета начался с божественной литургии и благодарственного молебна, которые возглавил епископ Николай. Благодарим Господа, достойный
Во второй половине июля состоялся слет воспитанников воскресных школ Салаватской епархии «Дети Небесного Града». На слет съехались более 100 ребят. В этом году на нашем слете дети разных возрастов. Наша возрастная группа – это детишки от 8 до 17 лет. И, конечно, у нас возникли определенные трудности в организации детей. Но так получилось, еще с Божьей помощью, что мероприятия были построены таким способом, да, что дети разделялись по возрастам, и каждый находил увлечение по своей душе. Слет «Дети Небесного Града» на территории Покрово-Эннатского мужского монастыря проходит в 5-й раз. Многие из воспитанников воскресных школ стали постоянными его участниками. Этот слет необычный. Слет проходит с поддержкой исторического факультета, Сертоматского филиала БГУ. Лекторы университета приезжают к нам с лекциями, проводили интересные беседы. Тема бесед – это новомученики земли Уральской, подвижники Уфимской митрополии. И была очень интересная лекция о художнике, рожденном в Уфе, о Нестерове. Организаторы слета позаботились, чтобы ребятам не было скучно. Их ждала увлекательная программа, наполненная творческими мастер-классами, спортивными мероприятиями, историческими викторинами, встречами, квестами. Ребята научились лепить фигурки. Теперь каждый из них может самостоятельно, приехав домой, сделать рамку для фотографии или сувенир в подарок своим друзьям и близким. Значит, мы поняли, когда алебастер мы соединили с водой, что произошло, реакция? Горячая стала. И после того, как горячая, она застывает, очень быстро застывает. Мы прям даже вытащить не успеем. Поэтому теперь аккуратно выкладываем, и будет очень красивая рамка, которую мы покрасим и повезем домой. Сделаем подарки мамам, бабушкам, а может быть сестренкам. Ну, кто кому захочет. А может быть, друг другу вы подарите эти рамки? Да? Красим аккуратно, красиво, стараемся. Все молодцы. У всех такие рамки получились замечательные. Просто чудо, какие вы все молодцы. На интеллектуальной игре «Где логика» дети проявили себя как внимательные, наблюдательные и эрудированные знатоки. Что мы видим? Команда непоседы. На первой картинке что мы видим? Лук, правильно. Ответ лук. Следующая картинка. Нет. Иголка. Иголка, совершенно верно. У ежика есть иголка, у Кощея есть иголка и есть, соответственно, вся в иголках. В день памяти святой равноапостольной княгини Ольги Ирина Янтальцева провела ознакомительную беседу с ребятами. Они узнали много интересного о молодости будущей княгини и о временах ее правления государством. Написано, что ей было 12 лет. В этом возрасте были уже невестами девушки на Руси, да и в других странах тоже в те времена. Источники некоторые гласят, что она была не знатного рода, а некоторые говорят, что она была из знатного княжеского рода. Также на слете ребятам провели мастер-классы художники, которые были приглашены Салаватской епархией на первый республиканский пленэр. Дети рисовали образ святой равноапостольной княгини Ольги. У каждого получилась своя княгиня. Так, ну вот смотри, рука делится от плеча до локтя по пояс ты делаешь. Дальше у тебя идет рукав чуть ниже, чем сама рука, да, будет. То есть ты должен наметить, где рука проходит, да, где сама рука, кисть, держащая, допустим, крест, да, в данный момент, или свечу ты будешь рисовать. Была лекция проведена по случаю ее жизни и ее деяний. И вот поэтому, прослушав ее, они пишут свои какие-то впечатления об этом. Дети стараются, они ходят в воскресную художественную школу, у них есть уже какие-то азы, и получается, очень с большим желанием все рисуют. Я рисую княгиню Ольгу. Нам сегодня много рассказывали о ней, и в конце лекции мы с педагогом решили нарисовать ее саму. Она женщина властная,
хитрая, добрая. Ну, вот я сейчас рисую ее, и почему-то на всех портретах у нее очень голубые глаза, и как-то голубые глаза не больше к человеку, к доброму подходят. И вот я думаю, что она была очень доброй, честной была, мне кажется. И на этом слете я первый раз. Мне нравятся наши добрые, любимые вожатые, которые нам во всем помогают. Конкурсы всякие, которые проходят у нас днем, вечером. Свечки по вечерам очень нравятся. Вот, творческие работы. Пишем иконы княгини Ольги. Ну, я, конечно, еще один раз до этого рисовал икону, но в этот раз получше. Ольга была перевозчиком через реки. Она была помогала людям переплывать с одного берега до другого на лодке. И однажды, когда царь князь Игорь хотел переплыть на другой берег, он позвал ее, чтобы она подплыла к этому берегу. И когда он сел в лодку, сказал ей, что она ему очень нравится. Вот тут я научился многим молитвам и нашел много всего интересного. Конкурсы, вот эти творческие кружки, занятия, вечерняя, утренняя молитва. Рисую княгиню Ольгу, самую первую святую на Руси. Она перешла из языческой веры в христианскую, поверила в нашего единого Бога. Она первая просила всех креститься. Мы тут бегаем, прыгаем, у нас всякие мероприятия есть веселые. Сегодня у нас было «Где логика?». Мы тут рисуем, читаем, играем. У воспитанников воскресных школ также проходили и сладкие мастер-классы, на которых они учились делать пряники. Дети покрывали пряники глазурью и наносили рисунки. Я делаю заварное казурное пряничное тесто. Сначала делается карамель, плавится сахар, потом туда я заливаю воду. Эффект идет, химию можно учить, потому что вот так вот сразу такие бульбы, волшебство и все выскакивает. Потом туда уже добавляется масло, только масло. На маргарине я тесто это не делаю. Мед башкирский. И ложу 10 специй. Вот сразу вас спрашивают, кто знает, какие пряности и специи. Интересно просто. Кориандр, кардамон, шалфей. Сейчас у нас происходит мастер-класс по росписи имбирных пряников, сахарной глазурью. Пряники дома я испекла, сюда мы уже привезли готовые, цветочки, сердечки. Глазурь делали тут из взбитого белка с добавлением сахарной пудры. По профессии я бухгалтер. Пряники начала делать 2 года назад, после того, как на свадьбе мне подарили пряничную бабочку. И все, потом уже я начала делать пряники для подарков, для новогодних. Дальше уже я не смогла остановиться, потому что, во-первых, это очень вкусно, во-вторых, это очень ароматно. Руки потом пахнут даже этим пряничным тестом. И всем очень нравится, и обратный вот эти взаимообмен энергиями, он уже, без него уже жить неинтересно. В этот лагерь приехала я с сыном первый раз. Очень нравится природа, воздух очень вкусный. Ходим на источник, были луговые гуляния. Дети добрые, дети активные, энергичные. Каждое утро у нас пробежка. И все вообще очень дружелюбные. Для нас это важно. Наши дни очень насыщены творческими мероприятиями. Это мастер-классы по изобразительному искусству. К нам приезжал наш знаменитый словацкий мастер гончарного искусства Епаров
Рифат, проводил с ребятами мастер-классы в гончарном круге, они делали свои работы. Очень много интересных бесед, встреч, спортивными мероприятиями. Каждый день наполнен яркими, интересными событиями. По православной традиции каждый день заканчивался чтением вечернего правила в соборе. Прости мое согрешение, едине безгрешнее, еже Ты согреши в сей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественной Твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Дети также совершили 5-километровый крестный ход к источнику на монастырский скит преподобной Зосимы Энатской. Попили святой воды и приняли участие в освящении нового храма. Сегодняшний день, он особый, ибо на скиту освящается храм в честь Святаго Духа. Это новый храм, с которого будут возноситься молитва, особенно День Святаго Духа. Ибо в этот день мощи преподобной Зосимы крестным ходом несутся сюда, освящают источник, который вот здесь находится, и множество людей получает от этой благодатной воды исцеление. То, что преподобную матушку Зосиму прославили на Троицу, в День Святой Троицы, но на Троицу все служат в своих храмах. Поэтому по решению нашего владыки каждый год на День Святаго Духа собирается священство, гости, паломники. В этом году было около 2000 паломников, которые прибыли, чтобы помолиться, чтобы спросить преподобной Зосимы исцеления как духовного, так и физического. Священным и бескровным жертвам и жизнь храму ныне, благоволивается и во имя Создателя, Святаго Духа Божия, ко славе Твоей единородного Твоего Сына, и все святаго Твоего Духа сам бессмертный и великодоровитый Царю, помяни щедроты Твоей милости Твоей, как века святый, да не вознушаешься. Как бы основной целью нашей это было занять, увлечь детей во время летних каникул. Я думаю, что нам это удалось успешно. И, конечно же, это благодаря нашим священникам, нашим отцам, которые сопровождали наш слет. Были беседы на духовные темы с детьми, патриотические разговоры, лекции с детишками проводились. И вот это вот все наполнено настолько, что, я думаю, впечатления о нашем слете у них останутся на всю жизнь. Второй слет воспитанников воскресных школ Салаватской епархии «Дети Небесного Града» прошел очень насыщенно. Различные кружки, секция шахмат, спортивные турниры по волейболу и футболу, интересные беседы, знакомство с новыми друзьями и встреча со старыми, солнце, чистый воздух и, конечно же, духовные беседы. Все это запомнится ребятам надолго. Августа Православная Церковь совершает память одного из древних святых, жившего в III веке после Рождества Христова. Но до сих пор строится множество храмов в честь его. В любом православном храме обязательно найдется его икона. Этого святого зовут Пантелеимон, святой великомученик.
Интересно то, что при рождении он был назван своими родителями несколько другим именем, созвучным с этим – Пантолеон, которое буквально переводится как «лев во всем». И своими родителями он воспринимался как будущий великий языческий чиновник. Он получил прекрасное образование, его отец был по тем временам начальником, чиновником тоже, и воспитывал своего сына в языческой гордости, в языческом тщеславии. Он стал врачом. Но однажды, когда он проходил мимо одного дома, где жил священник, чудом спасшийся от гонений тех времен, он услышал молитву его. И, проходя часто мимо этого дома, он увидел, что этот человек почитает истинного Бога. И он также захотел узнать, кто же такой Христос. И хотя совсем недавно закончились гонения, после которых было уничтожено 20 тысяч христиан, и вот этот священник и еще несколько человек, чудом спасшихся, он встречается с ними, с этими людьми и уверует во Христа. Конечно, среди языческого общества это было почти самоубийство, но он намеренно отказывается от всех перспектив собственного благополучия и становится христианином. Святой великомученик Пантелеимон, целитель, изображается на православных иконах молодым юношей с коробочкой для лекарств. С именем Пантелеимона связывают такое чудо, как воскрешение отрока. И когда он действительно принимает крещение, когда он уже объявляет себя христианином, он начинает ходить по тюрьмам, начинает навещать больных, совершенно не взимая с этого никакой платы, начинает оказывать людям помощь от Бога. Будучи совершенно в юном возрасте, он совершает уже различные чудеса. И, идя наперекор вот этому языческому тщеславию, языческой гордыне, он осознает себя христианином, который должен послужить на благо других людей, нищих, убогих, находящихся при смерти или болеющих тяжелыми заразными заболеваниями. Может быть, поэтому до сих пор мы ощущаем его каким-то близким и родным святым. Ощущаем вот тем человеком, который обязательно услышит наши молитвы и поможет нам в исцелении наших немощей. Почитание святого Пантелеимона в Русской Православной Церкви известно уже с XII века, когда князь Изяслав разместил изображение целителя-мученика на своем боевом шлеме. В народном сознании память о святом великомученике Пантелеимоне связана прежде всего с испрашиванием здоровья себе, своим близким. Но важно помнить, что у любого святого мы можем просить о чем угодно. У любого святого мы можем просить о всех тех нуждах, которые присутствуют в нашей сегодняшней жизни. У Пантелеимона мы часто просим о здоровье именно потому, что он был врачом. И психологически это понятно. Раз был врачом, то и сейчас мы просим у него о помощи в наших немощах. Но у него можно просить и о твердости веры, которую он проявил, став великомучеником, претерпев многие страдания за имя Христово. И о всем прочем, о чем только мы имеем потребность в своей жизни. Ведь каждый святой отображает святость Божию, не собственные заслуги, а Господь начинает сиять через их чистые души к нам. Поэтому и просить можем мы о всем том, в чем имеем нужды или потребности.